Капитальный ремонт на этом объекте начнется на днях. Подрядной организации предстоит масштабная работа на 3 этажах здания и в цокольном. В образовательном учреждении обучается более 2000 детей, которые к началу учебного года продолжат обучение в обновленной школе. Ну а пока строители вынесли из класса всю мебель и оставили пустую коробку здания. Уже с 10 апреля снимут все окна, двери, разберут старые полы. Повсюду будет слышен запах шпаклевки. Ремонт пройдет в рамках программы «Модернизация школьных систем образования». О необходимости глобальных изменений образовательного учреждения речь шла давно. Она функционирует с 2012 года, и за все это время здесь были только косметические изменения, а серьезные проблемы не решались. С 2017 года крыша школы, она в таком плачевном состоянии, скажем так. Образовывались дыры в связи с тем, что профнастил был несоответствующей толщины и качества, и, соответственно, не была произведена система изоляции, и, соответственно, там практически все балки на крыше у нас прогнили, и была опасность обрушения этих балок. Соответственно, каждый дождь, 3-й этаж у нас заливало, все кабинеты у нас были практически в таком плачевном состоянии. Также стоял вопрос с водоотводом. За более чем 10 лет канализационная система обветшала, и каждый дождь давал о себе знать. Уличная вода затекала обратно в подвальное помещение, где находилась гардеробная. Система противопожарной безопасности тоже устарела, и каждый визит сотрудников МЧС не обходился без штрафа. Подрядная организация «Стройкомфорт» обещала исправить все проблемы. Вначале, конечно, это кровля будет. Все. И одновременно мы хотим сразу все этажи одновременно начать, и вот прям, чтобы не поэтапно было, а равномерно все шло вот так у нас. Это стены шпаклевать, красить, полы эти старые сдирать надо будет, все по новой. Плитка, где были простые деревянные, убираем, стяжку, ламинат ложим по всем технологиям. Всего в лицее более 60 учебных классов. Также есть кабинет детского психолога, социального педагога и медпункт. Ребята обучаются в 2 смены. Из 2256 учеников 47 с ограниченными возможностями здоровья. Сроки, отведенные на капремонт, поджимают. На каждом этаже задействуют около 15 специалистов одновременно. С покупкой новой мебели тоже тянуть не будут. Вчера приходил представитель. Посчитали все, расписали все, что надо. С директором они встретили, завхозом, обговорили, какие им что оборудование по кухне, по столовой, там кое-какие там позиции будем делать уже. А мебель, конечно, будет вся новая. По поручению главы республики уделяется особое внимание комфортному и качественному получению знаний ребят региона. В этом году нам выделено 600 миллионов рублей. Будет ремонтировано 6 общеобразовательных учреждений. Также мы планируем подать 5 общеобразовательных учреждений на 2025 год. Они сейчас в процессе, эти 6 школ? Ремонт в них пока еще не начался, но соглашение заключено, средства выделены, законтрактованы. На капитальный ремонт лицея было выделено около 122 миллионов рублей. Мадина Цора, Мухаммад Дарсигов, Магаз, 24.